Ну, хорошая боевая игра была с обеих сторон. Было много отдано сил, эмоций. Имели мы территориальное игровое преимущество, которое хотелось бы довести до логического завершения. Но поэтому ехали за победой, сыграли ничью. Больше я доволен своей командой действиями, учитывая то, что у нас некоторое время произошел какой-то спад. Значит, ничья есть ничья. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы будут? Пожалуйста. Игорь Николаевич, по пенальти объясните ситуацию, почему Рузик бил, который вышел на замену. Ну, тоже разницы нет, кто бьет. Кто там хотел бить. Мы же замену планировали до пенальти, просто в этот момент случился пенальти. Ну, Филипп, он вообще как бы, не секрет, что он хороший исполнитель, штрафные, пенальти, поэтому это Лотарей очень хорошо сыграл вратарь Могилев, из каких претензий. Он переиграл. Если в двух словах, то была бескомпромиссная борьба, никто не хотел уступать, был бой. Вот. Где-то нам повезло, вот, к сожалению, нам карты все спутали. Моменты, не зависящие от тренерского штаба, наигрывали один состав, и буквально в последний момент не получилось заявить нашего основного центрального нападающего. Вот. И в связи с этим буквально за считанные часы перед началом игры пришлось делать ротацию в составе. Вот это, к сожалению, нам сыграло злую шутку. У нас не было выходов с обороны в атаку. Мы проиграли полностью второй этаж. Вот. Но были и хорошие моменты, особенно там, в середине первого тайма, если я не ошибаюсь, и дальние удары. Вот. То есть, еще раз говорю, равная игра, где-то нам повезло в концовке, вот, где-то им повезло, когда Барсуков бил на втором этаже. Еще раз говорю, был бы рослый, атлетичный нападающий, но было бы полегче. Да. Вот. А так, считаю результат по игре, вот, как говорится, курочка по зернышку. Мы в данной ситуации очком довольны.